При первом знакомстве, смотря с кем. Если я знакомлюсь с кем-то там в поезде, не знаю, в магазине, это одно дело. Со студентами, когда, например, студенты приходят на первый курс, обычно я рассказываю им, кто я такая, что я веду, какие дисциплины, чем интересуюсь. Честность, доброту, желание помочь окружающим, усердие. То есть если работать, значит, со всей душой. Если учиться, тоже со всей душой. Очень люблю английский язык. Очень люблю свою профессию, очень люблю студентов, люблю с ними работать. Очень люблю изучать иностранные языки. Но времени не хватает, поэтому остается время только на изучение английского языка. Люблю читать словари, то есть прям открывать и смотреть, что там есть, какие интересные новые слова, потому что все равно все не можем знать. Очень люблю ходить по гостям, к родственникам, к друзьям. Трудно сказать, потому что какие-то в разное время, разные книги, разные фильмы, да, то есть какое-то впечатление оставляют. Каждый год перед 9 мая люблю перечитывать «Молодую гвардию». Вот, то есть такой вот оставила неизгладимый какой-то след. Например, сейчас, уже давно, в общем-то, да, то есть пытаюсь, но не всегда, вот не хватает времени, это, наверное, самое большое такая беда какая-то, да. Начала перечитывать Гарри Поттера на английском, прям с первой книги по последнюю, чтобы все было в оригинале, да. Вот, просто интересно посмотреть на вот этот новый, современный, что ли, язык, вот этот живой, да. Что касается фильмов, вот очень мне запомнился фильм, смотрела его тоже на английском языке, на русском не видела, называется «Woman in Gold», да, то есть «Женщина в золотом». И так как он оставил такое очень какое-то впечатление большое, то сейчас смотрю этот фильм со студентами на английском языке, на своих занятиях, потому что мы изучаем искусство, а там проблемы, связанные с искусством, как раз с живописью. Я, наверное, не скажу, что музыка относится к разряду моих там каких-то больших интересов, больших хобби. Да? То есть я слушаю музыку, да, но я не могу сказать, что прям есть какое-то что-то, что я очень сильно люблю, все время слушаю. Наверное, зависит от, не знаю, настроения, от того, чем я занимаюсь, может быть, да. То есть это может быть и классическая музыка, это может быть музыка там какая-то современная, даже не особо разбираюсь. Нравится слушать вот как раз из джаза Диану Кролл. Не особо люблю рок. То есть вот рок — это не то, что, наверное, меня очень сильно привлекает. Молодой, которая прям совсем молодая, юная, да, потому что, вроде как, вот, я еще не чувствую себя достаточно в таком зрелом возрасте. Наверное, я бы сказала, не знаю, не бойся, не переживай по всяким пустякам очень сильно. То есть настанет момент, ты на это посмотришь по-другому когда-то и поймешь, что вот это вот было, может быть, не совсем хорошо переживать, да, то есть зря. Современная молодежь, она, на мой взгляд, очень разносторонняя, интересная, увлекающаяся, знающая достаточно много всего в разных сферах. Наверное, я скажу, раскрепощенная, да, то есть как-то вот, нет, наверное, каких-то таких рамок, в которые они себя, не знаю, загоняют или в которых они себя держат. Я поступила в педагогический институт, поэтому, конечно же, когда я училась, я уже понимала, что я буду преподавать. Вот. Хотя после окончания института, меня пригласили работать на факультете иностранных языков, и я согласилась, и вот с того момента я начала работать. Очень нравится мне делиться чем-то, да, со студентами, видеть прогресс, видеть результат. Эта профессия, она стала моей, родной. А изначально, да, то есть я осталась, потому что, осталась работать в пединституте, потом в университете, потому что меня пригласили. И для меня это было очень такое большое, не знаю, такая гордость была, что вот меня попросили, пригласили остаться, и поэтому дальше как-то вот так вот и пошло. Наверное, то, что когда я вижу своих уже
ну, то есть своих студентов, своих уже выпускников, которые работают ну, в сфере преподавания, в сфере английского языка, которые делятся своими успехами. Выпускники выпускаются, уходят, но все равно у них остается какая-то потребность, что ли, да, во мне, в каких-то моих советах. Вот я считаю, что это, наверное, самое важное, самое главное для меня в плане профессии. Первый год моей работы, ну, как-то так вот получилось, что у меня студенты получили, несколько человек получили двойки на экзамене за первый курс. Вот, я очень расстроилась, конечно, потому что я не ожидала, что так вот будет. Это был первый год моей работы, я жила в общежитии при пединституте. Они пришли ко мне домой и сказали: вы не расстраивайтесь, вы не переживайте, мы все сдадим. Ну вот это вот так вот получилось мы сегодня. То есть для меня это было как-то вот очень неожиданно. Очень насыщенные, сложные, потому что надо было очень много учиться, очень много работать над английским языком. Но в те годы у нас не было, может быть, так много возможностей, да, там не было интернета, например, не было, там, не знаю, каких-то большого количества фильмов на иностранном языке. Поэтому очень много приходилось работать, учиться. Мы занимались в лингофонном кабинете для того, чтобы совершенствовать язык. Поэтому получается, что он был очень такой насыщенный, очень много занимались, но в то же время очень веселый, радостный, очень много общались со всеми, со своими однокурсниками, одногруппниками. Верьте в себя, верьте в окружающих, потому что они вас тоже, все ваши семья, и родные, и близкие, преподаватели, если уже студенты, например, да, то есть одногруппники, они всегда вам придут на помощь, поэтому нужно доверять, верить в себя, в свои силы, в друзей. Все будет хорошо.